Я несколько слов скажу о теме, да, сегодняшнего разговора. Это метод драматургии, который называется драматикон. Вы можете какую-то информацию посмотреть на сайте. Он так и пишется: dramaticon.com. Через C, не через К, не через К, а драматикон, как вот сатирикон. .com, там есть достаточно информации и есть возможность записаться на курсы. Сейчас просто курсы не ведутся, потому что я работаю на фильме, но где-то с февраля или, может быть, марта мы объявим новый набор. Он ведется онлайн в основном, но те, кто в Алма-Ате, с теми мы можем встречаться, конечно, и в офлайн режиме, в реале. Этот метод не какой-то, ну хоть и пишут там авторский метод и так далее, он вовсе не какой-то специфический, ориентированный только на определенный подход к кинематографу. Нет. Это синтетический метод, который вбирает в себя драматургические системы от Аристотеля до Голливуда. То есть это рабочий курс, и причем ориентированный на практику. То есть то, что можно применить здесь и сейчас. А не просто культуроведческий или культурологический такой обзор, и тем более исторический. Нет. Мы в это, конечно, объем информации очень большой, потому что драматургия насчитывает много столетий. Если отчитывать даже, допустим, от Аристотеля, а он тоже не на пустом месте возник, но даже если от него, потому что это первая, в общем, работа письменная о теории драматургии, то это уже 25 веков, ну 24, да? Поэтому Аристотель, конечно, для нас очень важная фигура, и не правы те, кто говорят, что он устарел. Могли устареть какие-то принципы драматургии, которые он рассматривает у себя в античном театре. Хоралы какие-то, да, вот, очень много сцен в древнем античном театре, которые сегодня не применимы, да, комментарии, песни, интермедии какие-то. Но принципы драматургии, заложенные им, абсолютно актуальны сегодня, совершенно. Вот, и эти принципы, которые мы вытаскиваем оттуда, мы прослеживаем их развитие через Шекспира и к современному Голливуду. На чем они основаны? Ну, во-первых, самое важное, наверное, выражение, от которого все пляшет, это то, что, по выражению Аристотеля, искусство является подражанием жизни. Разумеется, нас не интересует просто подражание, да? Но суть этого выражения в том, что драматургия строится на жизни. Это не искусственная, это оторванная от реальности конструкция, неживая. Хоть мы и различаем жизнь и искусство, значит, искусство все, что как бы придумано, а жизнь то, что случается, тем не менее неразрывность жизни и искусства, задекларированная Аристотелем, абсолютно применима сегодня и особенно в кино. Если театр еще может позволять себе некие условности на сцене, то кино — это документ. Какой бы ни был фильм, да, даже самый там фантастический, не имеющий отношения к документалистике, это все равно документ, зафиксированный в форме, которую потом изменить нельзя. И когда вы строите, когда вы работаете с тем или иным фильмом, вы имеете две вещи, которые вы должны совместить в кадре. Это среда, которая должна максимально быть приближена, как вы понимаете, к реальности, даже если действие происходит в какой-нибудь далекой галактике, или в далеком прошлом, или в далеком будущем. Все равно зритель должен поверить в то, что это сейчас происходит, случается, что это действительно так. И
Иначе, ну, вы сами же понимаете, фильм сказал, ой, как-то ерунда. Понастроили все это, картонное, ну, зритель не будет удовлетворен. Тем более с современными уровнем съемок, строительства декораций, компьютерной графикой и тому подобное. Все это приближено максимально к правдоподобию для того, чтобы зритель сразу же погружался в то, что происходит. И вторая часть, то есть вот вы это первая часть документа, который вы обязаны выстроить как кинематографисты, абсолютная достоверность среды, до любого мельчайшей подробности. Стула, стола, ложки, вилки, одежды, какого-то мелкого элемента декора и так далее. И второй элемент этого документа – это то, что вы вводите в эту среду. Это актер со своей, или персонаж, если по-другому сказать, со своей историей, которая развивается в этой среде. Если малейшая недостоверность их актерской игры или их истории с какими-то сюжетными дырами проявляется, они не впишутся в этот документ. Он будет сразу виден, ясен. И, между прочим, вот среди вас, если есть операторы, они хорошо это понимают, потому что им нужно вписать актеров в ту среду, которую они снимают, и они сразу это видят. Если режиссер, неопытный режиссер, еще может полагаться на свою фантазию, ему кажется, что все хорошо, то оператор сразу это увидит, и зритель, следовательно, тоже сразу увидит. Так каким образом вот драматургия и построена вся на этом персонаже, его существовании в среде, на его истории, и каким образом это может вызвать нужные вам эмоции у зрителя. То, что касается эмоций, это важнейший элемент рассказывания истории. Вообще драматургия – это рассказывание истории, не то, что было, уже не было сомнений. Или некоторые сегодня называют storytelling, да, таким современным словом. Не имеет значения, как вы это называете. Это создание эмоций. Если эмоций нет, вы никакую самую глубокую философскую или, там, я не знаю, мировоззренческую или идеологическую задачу не донесете до зрителя. Потому что для того, чтобы начать думать, ему надо начать переживать. Вот тогда донесете все. Иногда некоторые неопытные студенческие работы отличаются тем, что они закладывают туда как бы глубокий смысл, или, во всяком случае, думают, что они его закладывают, а на самом деле это скучно и неумело и не вызывает эмоций, и тогда какую бы вы превосходную мысль не вкладывали в это произведение, ну, оно оставит зрителя холодным. То есть это одна из аксиом, чтобы заставить думать, нужно заставить переживать. Для этого и существует закон о драматургии. Так, это искусство драматургии чрезвычайно обширно. На сегодняшнем, конечно, мастер-классе невозможно все охватить абсолютно. Но есть какие-то некоторые аспекты, о которых можно сегодня поговорить. Я постараюсь не очень долго об этом говорить, чтобы потом быстрее перейти к вопросам-ответам. Один из важнейших принципов, и в котором вы убедитесь, как профессионалы, как работающие в кинематографе, сценаристы, режиссеры, музыканты, актеры, операторы и так далее, это принцип движения от общего к частному. Наш метод вот драматикон, если знаете, выразить его одним таким, то, что в кинематографе называют теглайном, да, ну, на общем понятном языке, девиз там, то это будет увидеть слона. Ну вот, может быть, кто-то из вас читал, да, например, книгу Блэка Снайдера «Спасти кошку», да? Ну, это вот такой теглайн, да, как обобщающий главный принцип того или иного метода или системы. У нас это увидеть слона. Откуда это идет? Это идет от древней индийской притчи. Многие из вас, наверное, знают прекрасно. Она была отлично
высказано Киплингом в его стихотворении, потом еще Маршак хорошо написал. Оно заключается в следующем. 5 слепых пригласили, которые никогда не видели, да, и попросили их описать слона. Подвели к слону и говорят, опишите, что это за существо. И они начали его щупать, разумеется, и кто-то хобот трогает, там, бивни, хвост, ноги, там, туловище и так далее. И каждый описывает это существо по-своему, потому что он не видит целого. И, разумеется, никто из них не был прав и не мог охватить это целое, понять. И из этих частичных описаний целое все равно не складывалось. Потому что один говорит, это угорь, другой говорит, это змея, третий говорит, это колонны, какие-то это здания и так далее. Кому интересно, можете прочитать хорошее. Ну, в переводе того же Маршака очень хорошо. Так вот, главная проблема с очень многими сценаристами, ну и шире, режиссерами и так далее, потому что режиссура тоже требует познания драматургии, вы же ее создаете на площадке, просто не на бумаге, а в работе с актерами и съемочной группой, в том, что не могут увидеть целого, отталкиваются от частностей. Можно прекрасно описать 1, 2, 3 сцены, сколько угодно сцен, поймать вдохновение из того или иного момента жизни, начать вокруг него раскручивать что-то. Но если вы не видите целого, каким образом та или иная сцена или та или иная идея работает в целой истории, которая имеет свое начало, середину и конец, то вы никогда не напишете крепкое драматургическое произведение, вы запутаетесь в нем, вы потеряетесь, как слепцы, вот никогда не смогут увидеть слона. И вот это понятие, это тоже идет от Аристотеля. Каждая история имеет начало, середину и конец. Есть, конечно, экспериментаторы, тот же Жан-Люк Годар повторил Аристотеля и сказал, каждая история имеет начало, середину и конец, но не обязательно в этом порядке. Но дело в том, это такое немножко высказывание, конечно, яркое, но дело в том, что даже если вы поменяете местами начало, середину и конец в любой последовательности, парадокс заключается в том, что, допустим, вы начало поставите в конец, а конец в начало. Что вы получите? Драматургически вы получите, что ваш конец станет началом, а начало станет концом. И все равно будет начало, середина и конец. Никуда от этого не денешься. Почему? Потому что мы, люди, живем в этом мире, который имеет одну из такую важнейшую характеристику, как время. И оно движется в одном направлении. И поэтому наша логика, наш разум построен на причинно-следственных связях. Есть что-то, какой-то поступок, событие, что угодно, которое ведет к тому или иному последствию. И поэтому зритель, который смотрит, даже перемешанный, даже есть фильмы, которые сначала идут, с конца идут в начало, да? Ну, например, «Необратимость», да? Ну, просто подряд все сцены идут в обратном порядке сначала. Или возьмите там, я не знаю, «Мементо», фильм, да? 2 параллельно движущиеся истории, одна вперед, другая назад. Все равно, когда это произведение будет в общем отсмотрено зрителем, и он выйдет из зала, он все равно восстановит причинно-следственные связи. Все равно. И если вы спросите потом этого зрителя, даже не имеющего никакого отношения к кино, расскажи, о чем фильм. Он расскажет вам его от начала к концу. Вот он скажет, это такой-то человек пошел туда, ты сделал то-то, хотел того-то, получилось то-то. Вот так он будет рассказывать. Даже если в фильме это рассказано немножко по-другому, с флешбэками или обратным порядком, как угодно. Это означает то, что вы строите как драматург свое произведение на этих причинно-следственных связях, независимо от того, каким образом вы потом в сюжете их изложите. Поэтому
еще одно понятие драматургии, которое важно понимать, чтобы оперировать профессионально, это фабула и сюжет. Фабула – это последовательность событий этой истории в хронологическом порядке, от начала до конца. Сюжет – это то, как эти события изложены автором. Они могут содержать в себе временные разрывы, они могут содержать в себе флешбеки, то есть возврат в прошлое. И они могут содержать флеш-форварды, перескакивание в будущем, потом отскакивание назад. Не имеет значения. Сюжет вы собираете как художник, чтобы вызвать те самые эмоции нужные. Потому что не каждая история, рассказанная просто хронологически, оказывается, может вызвать эти эмоции. Эта хронологичность может иной раз им помешать. Вот. А как конструктор вы ее собираете от начала до конца, потом перемешиваете, если угодно. То, что происходит в этом сюжете, это функция главного героя. И ничто другое. Это не набор событий. И если об этом есть намеки у Аристотеля, то революционность Шекспира, хотя он очень сильно опирался на Аристотеля, и не скрывали этого, даже если за именем Шекспир скрывается несколько писателей. Это очень общеизвестный факт. Аристотель один из столпов вот этой новой драмы, которую придумал Шекспир. И он это, если это выразить очень коротко, то революционность его достижений, помимо прочих, заключается в понятии, что сюжет является функцией главного героя. Сюжет — это его действия, активные действия, которые поворачивают историю в ту или иную сторону. Это не набор событий, которые случаются вокруг этого героя и поворачивают его туда или сюда. Это его функция. Он решает, какой выбор сделать. Вправо, влево, прямо. Или назад. И вот это революционное, можно сказать, открытие, оно актуально по сей день тоже. Ну, то есть все сильные блокбастеры, голливудские фильмы именно на этом принципе основаны. Там, где герой пассивен, эти фильмы проваливаются. И в 20 веке к этому принципу приложили такое слово, которое идет из психологии, индустриальной психологии. Оно называется проактивность. Вот в этот термин, если будете работать с... У нас, может быть, его еще не так часто употребляют, но если будете работать на каких-то копродукции, да, на девелопменте, разработке сценариев и так далее, или обсуждении, очень активно используется вот, и в Голливуде, и в Европе и так далее. То есть он говорит, что главный герой должен быть проактивен. Что это означает? Проактивен в психологии это означает, что он совершает действия, человек, даже не обязательно персонаж, да, вообще в жизни, основываясь на своих принципах. Противоположность проактивности – это реактивность. Да? То есть это когда человек постоянно только реагирует на то, что с ним что-то случается. Вот кирпич упал на голову, ну, хорошо, ладно, пошел дальше. Он не совершает поступков, он плывет по течению. Вот это такая реактивность, можно сказать. Событие всегда опережает действия человека. В хорошей драматургии такой герой не бывает. Какой бы он пассивный ни был, даже возьмите Обломов, да, у Гончарова, который не совершает поступок, ему главное оставаться в постели, да, и чтобы его не мучили, там, не заставляли заниматься гимнастикой или ехать куда-нибудь там в Германию. Он, как ни странно, он проактивен. В чем заключается его проактивность? Он активно защищает свою пассивность. Он противится ей. И в результате он
более сильный характер, чем тот же его товарищ, который пытается его сподвигнуть на всякий случай. Он сильнее его. Не сбить его. Вот я могу даже вспомнить своего товарища, очень хорошего еще по школе, потом мы вместе в архитектурный институт поступили. Он не меняется до сих пор. Когда ты ему говоришь, что ну пошли туда, потусим там, поехали вот, я не знаю, фильм посмотрим, еще что-то. Да нет, я лучше дом порисую. До сих пор вот все это, вот он один из самых цельных характеров, которые я встречал в своей жизни. А есть такие, ну давай, хорошо. Вот. Зачем он это делает, непонятно. Ну, просто так, ну, надо вечер провести. Такие люди неинтересны, и таких персонажей неинтересны. То есть вот эту проактивность тоже запомните, потому что ваш сюжет будет двигать именно выбор вашего героя. Так или иначе поступить. Ну и чтобы дольше тоже на таком автопилоте не продолжать, я еще один аспект затрону, который относится к тому понятию, как акты, да, драматургические акты. Аристотель не говорил первый акт, второй акт, третий акт. А вы, наверное, все слышали не раз, что говорят, ну вот классическая структура драматургического произведения, она трехактная. Вот это как бы синонимы начала, середины и конца. Но в отличие от Аристотеля, у Аристотеля была кульминационная точка, после которой все катилось вниз. Сначала шло вверх, потом вниз. То есть практически второй акт, вот эта середина, она являлась точкой. В современной драматургии, которая тоже ковалась не одно столетие, второй акт самый длинный. То есть первый акт примерно четверть произведения занимает. Это, разумеется, не закон, что буквально вы должны высчитать секундомером. Но суть такая. То есть, если красивый человек, если у него голова не очень большая, да? Если у него вот такая голова, будет некрасивой казаться. Или если ноги короткие такие, да, ну тоже некрасивые. Туловище определенно должно быть. Это не означает, что этот человек абсолютно лишен индивидуальности. Каждый из нас индивидуален. Но каждый из нас состоит из них тех же элементов. Скелет, который мы не видим, он имеет, да, опорно-двигательный аппарат, там, голову имеет, череп, хребет, грудную клетку и так далее. Вот так же и драматургическое произведение. Когда мы говорим об актах, это не занавес упал или открылся. Это его внутренний костяк, который все держит. Каким же образом отличить первого, второго и третьего? Что происходит? Почему? Они отличаются, опять же, в классической системе двумя поворотными точками. Первая поворотная точка заканчивает первый акт и запускает второй. И вторая поворотная точка заканчивает второй акт и запускает третий. И что в них происходит? Буквально в двух словах. Потому что я это вам не смогу объяснить в течение нескольких минут. Это нужно приходить, учиться. Этому многие занятия посвящены часы. Но если вот так вот свести к самому примитивному, то путь, это мы называем путь героя, кстати, и мы это тоже не сами придумали, разумеется, это Джозеф Кэмпбелл. Вот сюжет — это и есть путь героя по истории, и его изменения этого сюжета, связанные всегда с главным героем. Так что происходит? Он слышит зов некий, к некому приключению. Возможно, что-то произошло. Он живет в обычном мире, но происходит некое событие, которое нарушает баланс этого обычного мира. И герой слышит зов в том или ином виде. Он может даже не слышать, он может быть выражен не словами, а действиями. Поступки чаще всего, там, ну, если самые примитивные примеры брать, ну, фильм «Катастрофа», землетрясение, да, астероид приближается к Земле, ну и так далее. Ну и есть более тонкие психологические вещи, но которые суть то же самое. Что-то происходит, что приносит дисбаланс в обычных вот вещей. Герой слышит тот самый зов, как говорит Кэмпбелл, чтобы что-то сделать. Очень часто первая реакция — отказаться, потому что непонятно, что ты пустишься в это приключение.
и неизвестно, что тебя ждет, лучше комфортную жизнь продолжать. Тем не менее, он идет на этот зов, задает себе некий вопрос и пытается найти на него ответ. И начинает развиваться первый акт. Как только он двинулся в этом направлении, он видит, что сгущается вокруг него некая интрига. И это не просто внешняя интрига, оказывается, он в ней замешан. Так или иначе, он начинает понимать, что судьба его от этого зависит. Что бы вы ни взяли, ну самые банальные вещи, даже в жизни, там человек влюбился, ну, вот он хочет сделать предложение, вот он хочет добиться руки и сердца, но он попадает в абсолютно новую ситуацию для себя. И если он женится или выйдет замуж, то начнется неизведанная территория. И вот представьте себе, что этот герой, откликнувшись на этот зов, веление сердца, еще что, долг, что угодно, он попадает в ту ситуацию, которая подводит его к фатальному решению. Он его обязан принять. Пойдем в ЗАГС или не пойдем в ЗАГС? Спасаю мир от астероида, не спасаю мир от астероида. Продолжаю там принимать какие-то таблетки, которые случайно нашел, не продолжаю. В «Матрице», да, синий или красный пилили. И этот выбор должен сделать он сам. Никто за него не может насильно ему это впихнуть. И вот в этот момент, как принимает решение герой, заканчивается первый акт. То есть первый акт — это поворотная точка сюжета. Причем вы это найдете везде, даже в самых очень запутанных драматургиях. Кроме просто потока какого-то, где ничего вообще не происходит. Как только он это решение принимает, начинается второй акт, длинный второй акт, который занимает примерно, грубо говоря, половину всего драматургического произведения, всей истории, где он попадает на неизвестную территорию. Джозеф Кэмпбелл называет его необычный мир, да? Особый мир. Ну, special world, как он говорит по-английски. И продвигаясь по нему, он начинает его познавать. Его конечная цель — познание какой-то истины или совершение какого-то поступка, ну, собрать какую-то шараду, ну, свести это все вместе и понять смысл того, что происходит сейчас. По мере того, как он продвигается, он делает определенные успехи и потом попадает по большому, очень серьезную передрягу, которую он не ожидал. И в определенный момент, ближе к концу этого второго акта, он попадает в такую ситуацию, которую мы называем «сумерки души». Лермонтов очень хорошо об этом стихотворении написал. «Сумерки души» — это значит депрессия, это значит все пропало. Я вроде хорошо двигался, все получалось, но теперь уже ничего не поправить, я проиграл, и все. И если в первой поворотной точке, когда он принимал решение двинуться все-таки в неизвестном направлении, предпринять нечто с неизвестным исходом, он руководствовался верой в то, что что-то получится, что-то там есть в этом. Ну, верой в любовь, верой в то, что он сможет справиться с этой идеей, верой в то, что у него есть определенная миссия и так далее. То здесь, в этой нижней точке, это самая нижняя точка падения героя, часто вы, может, видели графики, такие амплитуды, да, движения по актам, вверх, вниз, вверх, вниз. То вот это самая нижняя точка падения, где герой, кажется, зря он в это ввязался. Назад он вернуться не может. Первая поворотная точка, еще часто ее называют точкой невозврата. Он еще думает, что может вернуться, но уже не может. Как у Чехова в палате номер 6. Он вошел в эту палату, доктор. Он думает, подождет немножко и выйдет. Нет, он больше выйти назад не может. Выход, если и есть, только впереди. А вперед все, в тупик зашел. Вот в этой точке сумерек души он должен уже опираться не на веру в то, что что-то произойдет, а на волю. В этом ему могут помогать несколько факторов, в зависимости от той или иной истории. Это может быть внешняя помощь, друзей, которых он обрел во время этого приключения, которые ему помогут.
или любовный интерес, так называемый сюжет Б, или собственный анализ, рассуждения и тому подобные вещи. И даже случайность некая, которая поможет как бы, прояснить разум. Но после этого он должен сам проявить свою волю, встать с колен и дальше идти к тому выходу, который только впереди. И чем более сложный путь туда, чем более непреодолимое препятствие, чем более непреодолимая стена, которая вырастает перед ним, тем более эмоционально заряженный фильм. Потому что зритель в идеале не должен понимать, как выйти из этой ситуации, не видеть выхода. Мы, конечно, опытный драматург еще подсказывает, потому что нет выхода через диалоги, через поведение и так далее. Тупик. Но, разумеется, вы как драматург придумываете этот выход. И чем блистательнее выход, тем больше восторг зрителя. Выйдя, проявив эту волю и пойдя к этому выходу, и переступив так называемый второй порог приключения, первый был, когда он вошел в неизвестную территорию, а второй, когда он выходит из нее в конце второго акта, опять переступает порог и возвращается в обычный мир. Это он делает тоже благодаря только своей собственной воле. И он выходит оттуда, возвращается в свой обычный мир. Это не означает локация. Обязательно та локация должна быть где-то там, на другой планете. Нет, это может происходить всегда в одной и даже комнате. Если говорим там 12 разных мужчин, здесь все вообще в одной локации. Нет. Это территория знания и незнания. И когда он выходит оттуда, он встречает самое сильное противостояние. И третий акт — это противостояние. С той вражеской силой, врагом, злодеем или проблемой, внешней или внутренней, которую ему предстоит решить. И это напряжение достигает кульминации в конце этого третьего акта. И чем ближе эта кульминация к концу истории, тем более удовлетворен зритель будет. Потому что иначе кульминация может случиться в начале третьего акта, а потом медленный спад. И зритель, что-то уже история кончилась, все тянет. И финал, и после него происходит некая мораль, да, которая заключается. Не выраженная с экрана мораль, а некое удовлетворение. Может быть, то, что Аристотель может назвать катарсисом. То есть чувство облегчения от того, через что прошел этот герой. И чувство познания некой истины, которую познал герой тоже. При этом не обязательно, конечно же, каждая история должна заканчиваться хэппи-эндом. Да? Может быть, какие-то продюсеры будут вам говорить, всегда обязательно хэппи-энд, чтобы фильм был успешным у зрителей и так далее. Это не всегда так. Дело не в хэппи-энде. Дело в том, к какому выводу приходит главный герой. Есть фильм, да, я не знаю, фильм, который называют американская гильдия сценаристов лучшим фильмом всех времен, поставленных по оригинальному сценарию. Есть оригинальный сценарий, который сам придумал, есть адаптация литературного произведения. Они называют «Чайнатаун». Если мы посмотрим на «Чайнатаун», он же заканчивается поражением героя, везде по всем фронтам. Он проиграл. Но он открыл эту истину, что это представляет собой Чайнатаун. Он делал усилия, попытки вырваться из этого заколдованного круга, и он понял, что он открыл на самом деле и главного убийцу, и этого коррупционера, и все остальное. Он просто не смог справиться с этим. И тем не менее этот фильм выдающееся произведение, правильно? И Гамлет, в конце концов, тоже погибает из-за того, что его укололи шпагой, да, которая яд. Тем не менее, это не делает его чернухой. Поэтому в этот нюанс, эту тонкость нужно вдать. Если главный герой ни к чему не приходит, не меняется ничего, тогда проблема. Тогда действительно серьезная проблема. Или вспомните, опять же, я не буду говорить о хэппи-эндах, вы их, наверное, все знаете, это 90%, 95 фильмов с хэппи-эндами. А из успешных фильмов, например, можно припомнить «Три билборда на границе», какой-то, Миссури. Да, Эббинга, Миссури.
Ну, тоже, смотрите, она не нашла убийцу. Более того, к концу фильма становится ясно, что они никогда не найдут его. И она едет вместе со своим бывшим недоброжелателем, врагом, которого чуть не сожгла в полицейском участке. И вот они вместе едут убивать другого убийцу, который совершил подобное преступление. И последние слова, как вы помните, он говорит: а тебе хочется его убивать? Он говорит: да не знаю. Он говорит: да я тоже не знаю, ну там посмотрим. Конец фильма. Что это означает? Что они сделали вывод? Они осуществили на самом деле внутреннюю свою цель, а внешне провалили, внешне не смогли найти. Ну вот, вы понимаете, о чем речь идет. То есть вот что представляет собой, грубо говоря, вот очень-очень такими широкими мазками эти три акта. То есть это не какое-то механическое там затемнение или опадающий занавес. Это внутренний смысл движения героя по этой истории. Назвался груздем, залез в кузов, и что после этого произошло. И как он из этого выбрался. Вот. Ну, там есть еще такие понятия, которые мы тоже активно используем. У того же позаимствованного Кэмпбелла, Джозефа Кэмпбелла. Ну, это гений просто. Никакого отношения к кино не имеющий. Это ученый, исследователь мифологии. Огромного количества культур и так далее, который нашел в них общие закономерности, как строится тот самый путь героя. Он использует еще часто понятие такое, как эликсир. Тоже одно из важных понятий. Эликсир — это, если это сказки, то это какое-то волшебное оружие, живая вода, там, еще заклинания и так далее, которое помогает ему решить задачу, вернуться в свое село и спасти своих соплеменников от такой проблемы. В более широкой драматургии, современной драматургии, разумеется, она несет переносный смысл. Это нечто, что позволяет герою достичь успеха, ну или потерпеть поражение. Но без этого даже поражение не может прийти. Это знание, которое он получит, или это действительно средство какое-то, за которым он направился в путь, и так далее. Это эликсир — это тоже важная часть, без которой очень сложно построить вот его путь по этой истории. Давайте я вот сейчас предлагаю вопросы и ответы, потому что не бежать надо, у нас монтаж такой день и ночь, сейчас работаем, там целая группа сидит. Поэтому предлагаю немножко вот интерактивно пообщаться, минут 15, и мы побежим. Вопросы есть? Любые. Все равно сегодня только ознакомительный, что такое. Дать пощупать, что это такое. Если есть вопросы по самому курсу, который, может быть, мы в феврале или в марте запустим, дай бог, что все разделаемся. Вот есть ассистент у меня, Лена, да, вот руку подняла. Она может любую информацию дать вам, кому интересно, да, к ней обращайтесь. Вот. Давайте к вопросам. Я вспомнил два фильма из «Новой волны Бедловской», там вот «Кардиограмма» и «Средняя остановка». И мне интересно, там вот персонажи они какие, по-моему, они реактивные. Да, там много реактивности. Вот. Я не берусь сейчас обсуждать конкретно каждый из этих фильмов. Да. Но смотрите, есть один еще нюанс, о котором я не упомянул. Он заключается в том, что наш метод драматургии, который основывается на наиболее успешных примерах драматургических историй от древности до наших дней, он в первую очередь опирается не просто на законы, потому что сами по себе законы бессмысленны. Он опирается на то, зачем ты это делаешь. И вот наш метод, который мы используем, он опирается на зрителя. Каким образом, вот как я вам говорил, вызвать эмоции у зрителя, а не каким образом достичь некого самовыражения.
То есть этот метод рассчитан на успех. И чем более широкий, тем важнее. Поэтому, когда мы говорим, есть герои, много мы можем найти примеров, где герои реактивные. И мы отличаем реактивного от проактивного. Но мы говорим, что ваши шансы на успех у зрителя резко падают, как только вы используете реактивного героя. Это не значит, что вы не можете его использовать. Ради бога. Пожалуйста. Вы можете снимать чернуху, которую будет смотреть 10 человек. Это будет тоже кино. И вы можете испытать удовлетворение. Мы говорим о массовом зрителе, о массовом успехе картины. Угу. Да. А Гарри Поттер, значит, это исключение? В каком смысле? Ну, он, по крайней мере, в первых частях, он же не проактивный персонаж. Да нет, ну смотрите, во-первых, Гарри Поттер развивается. То есть история Гарри Поттера, она не заключается в одном фильме. Это франшиза, которая прослеживает его жизнь от раннего возраста до финала, когда он сталкивается с этим Волдемаром и так далее. То есть, когда вы возьмете любую историю, о которой мы говорим, он тоже ведь не с самого начала герой просто вот такой маршем куда-то бежит. Он сомневается, он может отказываться вот от этого зова какого-то. Он потом во втором акте испытывает процесс так называемой учебы, что ли, познания неизвестного, где может совершать ошибки, может чего-то добиваться и так далее. И если вы берете Гарри Поттера, какой-то маленький фрагмент из его жизнеописания, вы можете подумать, что он реактивный герой. Нет, он просто на одном из этапов той истории, которая растянута и написана Роулинг в качестве серии романов, повестей, ну, в общем, для жизни. Да? То есть, поэтому вы смотрите, как говорит опять Аристотель, начало, середину и конец. В каких-то местах ваш герой может поступать даже очень малодушничать, вообще совершать не те поступки неправильно. А здесь может еще вмешаться жанр. Если вы снимаете хоррор, например, он же весь построен на ошибках, которые совершает герой, на его небрежности или неверии в то, что происходит. И эти так называемые роковые ошибки, как говорит Аристотель, фатальная ошибка совершил, и потом последствия необратимые. Или вы делаете комедию. В комедиях герой постоянно поступает не так, как нужно, добивается какого-то обратного эффекта, это вызывает смех. Так что здесь, что касается Гарри Поттера, ну, как вы прекрасно понимаете, доказал всем своим путем, что он проактивный герой. Вы специально можете заставлять зрителя нервно ждать, но когда же он начнет что-то делать, когда же он начнет это делать. Это тоже элемент вот такой манипуляции драматурга вашими эмоциями. Так, еще что? Угу. Во многом, получается, в фильме, в одном сюжете может одновременно быть несколько активных героев, что они одновременно ведут. Такие случаи бывают, когда есть коллективные так называемые герои. Ну, например, один из самых, наверное, ярких примеров «Челюсти» Спилберга. Вот, 3 человека отправляются в охоту за этой акулой-убийцей. Или, ну, вы можете тоже много, наверное, примеров взять у Куросавы, да, «Семь самураев». Как бы функция главного героя распределена между 7 самураев. Кто-то из них важнее, кто-то менее важен, кто-то принимает важные решения в той или иной поворотной точке, но в целом это коллективный герой. Или «Бесславные ублюдки» и так далее. Но то, что функция движения истории распределена между 2-3 людьми, абсолютно не исключает того, что это их функция, то есть есть коллективный герой. Либо есть, особенно в документальном кино, это характерно, когда главный герой не персонифицирован, когда главным героем выступает, допустим, Великая Отечественная война, покорение Эвереста, или там, любят американские люди, пример, фестиваль Вудсток, один из самых таких, ну, нагремевших в свое время документальных фильмов. Там герой, например, фестиваль Вудсток. Или герой, это Великая Отечественная война, в котором очень много персонажей, которые те или иные истории там случаются. Но в целом это там противостояние Советского Союза, там, Германии и так далее. То есть главным героем становятся события. Такие фильмы тоже есть. И чаще всего в документальном кино. Если вы берете некие художественные, вернее, игровые фильмы, художественные, неправильный термин был, игровые фильмы,
где, допустим, катастрофы какие-то случаются, вы все равно находите там, или там Годзилла какая-то и так далее. И люди собираются в кучки, начинают там, как лилипуты, там сражаться. Но вы все равно находите в этой массе людей, затронутых этой проблемой, какого-то героя, за которым вы следите, который пытается выбраться из этой ситуации. Вот. У активных героев могут быть антагонисты? Ну, конечно. Вся драматургия построена на конфликте. Без конфликта невозможно выстроить историю. Это антагонист. Причем антагонист может не обязательно быть человеком. Да? Это может быть вот, акула-убийца, да? Или вот это землетрясение, катастрофа, еще событие, да, такое, но внутри которой действуют свои мелкие гады, которые мешают тебе. Да? Вот. Но в целом антагонист — это та проблема, с которой ты борешься, или которую пытаешься решить. Она не обязательно, иногда эта проблема равняется какому-то конкретному персонажу. А может быть вообще, что эта проблема не твоя. Ну, я не знаю, вот представь себе какую-нибудь комедию, да, где, ну, вот то же самое, решил жениться, да, не зная, на что он пошел, а оказывается, семейная жизнь — нечто другое, что он представлял себе. И начинается его проблема жизни в семье. То тогда там его избранница не является как таковым антагонистом, она является частью той новой жизни, куда он вот принял фатальное решение, пошел, а теперь ему надо как-то строиться, меняться, что-то делать, совершать. Вот, то есть, когда вы ищете противоборствующую силу какую-то, смотрите это в корень проблемы. Она в конкретном человеке, тогда это человеческая история, более психологическая. Либо это в каком-то событии или внутри тебя. Тоже такие бывают истории, психологические драмы, когда самый главный враг внутри. Вы определяете проблему, и тогда легко находите антагониста. И чем она выражается? Иногда конкретные персонажи сами по себе могут быть не злодеями и не врагами, а частями этой проблемы, потому что они занимают ту или иную позицию. И поэтому они ставят вам проблемы. Но проблема шире, чем они. Такое тоже может быть. Еще я хотел спросить, вот, допустим, главный герой по какой-то причине уходит с первого плана, но есть второстепенные герои, которые занимают его место. Да? Будет ли для зрителя, то есть с режиссерской точки зрения, на какие нужно обратить моменты внимания, для того, чтобы второстепенные герои заняли первостепенную активную позицию, в то же время сохранить зрителя, внимание зрителя? Может. И тому есть примеры. Например, часто такой прием можно увидеть в триллерах, когда вот ты уходишь в какую-то ложную, да, сторону, а потом появляются новые обстоятельства, и ты смотришь на это другими глазами. Или вот фильм, например, Акиры Куросавы «Росимон», если вы это увидели. В кино даже термин сейчас такой есть после этого фильма. В 50-е годы был снят. И этот термин широко употребим. Называется эффект Росимон. Что он собой представляет? Происходит какое-то событие. Фильм «Росимон» вообще это суд. На суд вызывают участников некого преступления. Что произошло? Самурай ехал через лес, лесную чащу, вез свою жену на коне, сам вел на коне. В лесу напал разбойник, убил самурая и изнасиловал жену. И вот идет суд. Вызывают жену, вызывают этого разбойника, поймали, каждый дает свои показания. Ведьма как вызывает самурая, дух самурая, который дает показания тоже. И вот они втроем на суде рассказывают, как это произошло. Каждый из них рассказывает одну и ту же историю по-разному. То есть в одной истории один главный герой, да, то есть он, ну, разбойник, например, да, он говорит, а вот так произошло. Он, разумеется, себя приподнимает немножко, других там принижает. Потом там говорит жена, она по-другому говорит, что он типа не насиловал, там еще, ну. Третий там самурай говорит, как он героически сражался, и только случайно разбойнику удалось его убить, потому что все одно и то же событие, с совершенно разных точек зрения рассказано, и главный герой в каждом из этих версий свой. В конце фильма еще 4-я версия появляется, случайный какой-то крестьянин, который там хворост собирал, увидел, как это произошло, и потом рассказал своему другу, с которым сидели,
под воротами Росимон прятались от дождя. Вот такой вот эффект есть. Вот, я могу поделиться, даже у меня работа одна, которую сейчас вот, ну, надеюсь, в будущем снять, сейчас просто времени на это нет. Там одно и то же событие рассказывается с 4 точек зрения, но не как у Куросавы. У Куросавы это событие повторяется 4 раза. В зависимости от того, как он рассказывает каждый человек. Опять заново, заново. Только по-другому. У нас используется этот эффект, но история не возвращается в начало, она продолжает развиваться. То есть она идет сначала с точки зрения одного героя, потом поворачивает на другим, она развивается, но мы меняем точку зрения этого участника, они все антагонисты между собой. Потом еще раз переворачивается, дальше и в конце еще раз. Хотя от начала до конца она развивается и без зацикливаний таких. Тоже возможный подход, вполне. Вот, так что все зависит от того, как вы понимаете закон драматургии развития от начала к концу. А потом вы можете играть с этим. Я хотела спросить, бытует мнение, что наши советские комедии Рязанова непонятны западным людям. Но они же явно построены по всем канонам, скажем так, это же великий режиссер Рязанов. Вот объясните, почему им не смешно? Почему им не смешно? Ну, моим детям тоже не смешно. да, я понимаю. Да. Было в детстве смешно, а им не смешно. Почему? Смотрите, комедия — это специфический жанр. Он построен на нарушении привычных норм поведения, привычных реакций и так далее. В отличие от более таких классических, трагических или просто драматургических, драм и так далее, которые понятны всем. Комедии, для того, чтобы смеяться, нужно знать некие культурные коды. Если они неизвестны, не смешно просто. Ну вот я смотрю китайские комедии, как вот часто построены они. Наверное, они чрезвычайно популярны и вызывают откровенный смех. Но вот идет человек, что-то выпучил глаза, раз упал, ха-ха-ха. Или вот сидит маленький ребенок, и ты начинаешь что-то такое делать, раз споткнулся, упал, тот ха-ха-ха. А если ты смотришь, это в кино не смешно. Как бы вот те коды, которые нарушаются, привычные коды жизни, вот они вызывают смех. Теперь Рязанов. Ну, та жизнь прошла уже, Советский Союз прошел, да, мы живем по-другому. И тот, кто смотрит, кому положено посмеяться, он не понимает, у него нет повода для смеха, потому что для того, чтобы смеяться, он должен видеть, что человек поступает неправильно, что человек нарушает коды. Пришел за одним, а получилось другое. А да и вроде как, ну, что-то нормально, что там. Получается, что эти фильмы, что умрут со временем, когда уйдут те люди, которые помнят еще Советский. Ну, кто знает, умрут или не умрут. Может быть, коды, они же тоже постоянно меняются. И вообще жизнь, мы же знаем прекрасно, она циклична, да? Где-то на каком-то витке что-то... Нет, не имею в виду буквально Советский Союз, нет. Имеется в виду, что эти вещи станут понятными, может быть. И они будут с удовольствием пересматривать. Кто знает. Так что здесь вот... Но смотрите, сейчас комедии, это сложные, на самом деле, они популярны в своих регионах, территориях. Но комедии очень трудно путешествуют, пересекают границы. Есть, конечно, ряд комедий, которые везде смешны, а есть очень сложно, которым чего-то добиться. Ни одна комедия, наверное, Оскар не завоевывает никогда. Хотя хоррор завоевывает. Ну, так что это особый жанр, очень специфически на кодах построенный. Да, Гульнар. Просто я чуть-чуть хочу связать с Яхой. Вот сейчас мы только что посмотрели, я получила колоссальное удовольствие, я думаю, что зрители тоже. Но вот это же не документальное кино, оно выстроено по законам драматургии. Ну да, что сегодня называют моку-драмы. Да. Можно, я понимаю, что можно рассказать про драматургию Яхи? Ну, смотрите, Яха на самом деле это... Когда я первый раз показывал в Авгике еще черновую складку, ну, собрался там преподавательский состав, ну, то все обсуждали. Ну, там интересный был вопрос. Меня спросили, вот хорошо, там, не будем обсуждать это в принципе, это молодежь, это все. А скажите, как вам удалось снять так много материала скрытой камерой? Я говорю,
я должен вас разочаровать, здесь только 2 документальных кадра в этом фильме. И очень короткие. Все остальное это постановка. Это фильм, который притворяется документальным фильмом. Ничего там документального нету вообще. Это просто другое, ну, эстетика, что ли, да? Язык другой. Вот. И, идея эта пришла очень просто. Я сценарий не писал принципиально для этого фильма, потому что я тогда горел, да и сейчас мне это все это очень страшно привлекает. Это идея камера-перо. То есть можно кино писать кинокамерой, не обязательно ручкой. Но для этого нужно в голове иметь всю эту драматургию, обладать монтажным мышлением на съемочной площадке и так далее. Нужно, ну, что это все умещалось у тебя в черепной коробке. И для этого сам сюжет должен быть не очень сложный, потому что если сложный сюжет, то тогда здесь надо писать сценарий, серьезно работать, вот как Кристофер Нолан там работает с учеными, там, да, прописки, графики рисует. Вот. А здесь должен быть сам по себе сюжетный ход простой. И поэтому я решил, что сюжетный ход такой. 2 молодых людей должны жениться в этот день, расписаться в ЗАГСе, а потом пойти отпраздновать со своими друзьями события. Значит, оба они живут в коммуналках, пойти не к кому, ни к тому, ни к другому, денег на ресторан нет. А значит, что они могут сделать? А тусовка есть своя. Ну, это тусовка питерская, вы видели. Ях это и есть название тусовки. Они решили, кто-то им пообещал достать билеты на Цоя. Вечером был подпольный концерт. Вот. И на концерт они не могут попасть, и в результате ссорятся друг с другом. И Цой как бы снисходительно говорит, ну приходите ко мне в кочегарку, там я вам сыграю акустику. И вот на этом вокруг все построено. И мы снимали 2 недели этот фильм и конструировали вот эти все ситуации просто на съемочной площадке. У меня было 4 оператора, очень хорошие операторы, но все студенты в ГИКа. Это Алексей Михайлов, Тельман Мамедов, Сергей Ландо, вот, и Морозов. И они все понимали. То есть мы как работали, ничего написанного не было, мы все это обсуждали, что будет происходить в этот день, каким образом будет развиваться эта ситуация на съемочной площадке. Мне очень помогло, что я первый год очень много этюдов поставил в ГИКе на сцене с актерами, непрофессиональными. И мы разрабатывали непрерывное действие, порой по часу и более, которое двигалось по своим собственным законам. Я просто актеров иногда, у меня были такой разряд актеров, которые ничего не знали, что будет происходить. И у них единственный способ вести себя естественно в этой ситуации, и мы об этом говорили. И так называемые козлы-провокаторы, которых я назвал для себя. Ну, в этих роли козлов-провокаторов обычно выступал у меня Саша Баширов, там еще пару. И когда нужно, он входит на сцену, потом выходит, мы из-за сцены говорим, сейчас зайди, вот это сделаем. Совершенно неожиданно. И ты видишь, как развивается ситуация. То есть это управляемая импровизация, грубо говоря. Так вот, Яха — это все управляемая импровизация. Спасибо, но я думаю, вот нам не забежать. Вот, но будем видеться, я думаю, без проблем. Вот, спасибо организаторам вот этого фестиваля, спасибо Гульнаре. Огромную работу проделали, очень нужную, я думаю. И чтобы новые волны возникали в нашем кино, нужно собираться и говорить. Как Гульнара меня поправила, не помню, кто именно сказал, то ли Годар, то ли Трюфо, но когда их спросили, что такое французская новая волна, этот режиссер ответил, он говорит, это когда кинематографисты собираются вместе и говорят о кино. Вот.